В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. «Алроса» – крупнейший работодатель в нашей республике. О том, как стать частью большой команды алмазного гиганта с мировым именем, мы поговорим сегодня с заместителем генерального директора «Алроса» Алексеем Дьячковским. Алексей Прокопьевич, здравствуйте. Добрый день. Комфорт и городская среда – это важные факторы для тех, кто выбирает работу. Какие планы у компании в части того, чтобы алмазные города становились комфортнее для жителей? Ну, это, наверное, такой элемент глобального проекта. Мы на текущий момент для компании это стадия, это этап развития. И, соответственно, нам нужны больше и больше работников. Есть серьезные планы по расширению производства, ну, в том числе по проекту «Мир глубокий». Это строительство нового рудника на периметре города Мирного. Соответственно, для этого нам нужны крупные социальные проекты, которые будут сопровождать нашу производственную деятельность. Соответственно, мы говорим о том, что в первую очередь создание комфортной городской среды в целом по району, а Мирный – это сердце компании. Это, наверное, один из ключевых наших проектов для того, чтобы люди действительно тянулись, приезжали, оставались и дальше работали. Вот на текущий момент нами разработана, совместно с общественной организацией «Якутия. Территория развития» мастер-план города Мирного. Это не просто архитектурный план, но это идеология развития города. Мы понимаем, как мы должны будем идти вперед. Понятно, что по многим моментам нет финансирования, но это как план действий, который мы поэтапно будем решать. Искать их у федеральных источников, по федеральным программам, республиканским программам, где-то компания будет финансировать. Это комплекс мероприятий, и мы уже действительно в начале пути. Я думаю, что город Мирный и в целом район Мирнинский, он будет действительно выглядеть достойно для тех, как место жизни, там, где растут наши дети, где работают и живут те люди, которые создают благосостояние республики. Мы по этому пути идем. Это действительно очень хорошие прогрессивные планы. Но хочется спросить, востребованы ли в компании рабочие специальности и какие кадры сегодня в целом наиболее востребованы в алмазодобывающей промышленности Якутии? Знаете, вот я помню, когда работал в правительстве, наверное, ключевой проблемой было именно вопросы будущего промышленных городов, промышленных агломераций, потому что производство сворачивалось. Проблема была в Нюрнберге, в первую очередь, мы испытывали, потом Алдан. В какой-то степени это коснулось и Мирного. Но я сейчас считаю, что этот этап мы все прошли, все промышленные районы. Сегодня острая нехватка рабочих рук. У нас уровень безработицы и в Мирном, Нюрнберге, Ленске, Алдане. Это вообще минимальные показатели, которые, наверное, за последние несколько десятков лет. И на текущий момент реально все программы развития, даже текущие, не говоря о крупных инвестиционных проектах, мы за счет рабочих ресурсов самих территорий, районов, где мы работаем, мы не обеспечим. Да, это не только компания, наша компания «Алроса», но и, наверное, и в Нюрнберге, в Алдане, Ленске, все крупные предприятия это испытывают. То есть на текущий момент идет борьба за рабочие руки. Это, в первую очередь, да, люди должны быть с рабочими специальностями. Это новый вызов, потому что развитие экономической республики идет в промышленных городах. И во многом люди, которые живут в селах или непромышленных населенных пунктах, чувствуют за счет роста налоговых платежей, но этого недостаточно. Я считаю, что большинство населения, если есть на это желание у людей, должны иметь возможность работать и в промышленных предприятиях. Да, соответственно, есть такая потребность, но есть определенные ограничители, есть определенные, условно говоря, перепоны с точки зрения, нет эффективного регулятора рынка труда. У нас раньше все-таки мы считали, что среднеспециальные учебные заведения таковыми являются. На текущий момент это очень сложно их назвать такими структурами. Мы очень надеемся на указ главы республики о развитии Мирнинского района до 30 года, где заложены механизмы именно реализации не только на территории Мирнинского района этих перспективных проектов по развитию социалки, обеспечению местными кадрами крупных промышленных предприятий, но она будет тиражироваться, допустим, другие промышленные центры Якутии, в том числе на юге, на востоке. Я постоянно об этом говорю, поэтому хочу здесь тоже, пользуясь моментом, остановиться. Потому что у нас сегодня
каждое учреждение среднеспециального образования, оно создано в периметре одного района. Да. И во многих районах, особенно сельских, они не являются регулятором рынка труда, это больше рабочие места для жителей, молодых людей, поступающих там по специальностям, связанным с горным делом, очень мало. Их много, но это недостаточно для нас. По указу главы создается образовательно-промышленный кластер, где не будет вот этих границ между районами. И, соответственно, у нас будет возможность, теоретически, если там упрощать, то молодой человек уже полгода будет учиться, допустим, в Марском техникуме, либо там в Якутске где-то в техникуме, потом уже полгода, либо год будет продолжать свою учебу на территории Мининского района, уже с производственной практикой, уже понимая будущее, и он хочет ли идти работать в промышленные предприятия, да, увидит, руками пощупает, будущее его руководителя или там коллеги его тоже увидят. Это даст возможность действительно людям, допустим, других населенных пунктов, сел, более комфортно переезжать и устраиваться на работу, допустим, промышленные предприятия, в том числе в Мининском районе. И, соответственно, для этого нужна социальная инфраструктура. Да, это система образования, подготовки кадров, здравоохранения, потом жилые дома, общежития. То есть это вся инфраструктура, которая связана с будущим, наверное, притоком кадров. Это вот необходимо обеспечить. В том числе для этого и была создана и мастер-план города Мирного. Дальше мы будем их тиражировать по крупным нашим населенным пунктам. Здесь уже мы понимаем, что на селе есть избыток рабочей силы. Если вот по напряженности рынка труда, там действительно мы видим, что безработных меньше, у нас намного меньше, чем есть потребность в кадрах, да, в несколько раз. В селах наоборот ситуация. Поэтому я думаю, что то, что сегодня заложено в указе главы республики, она действительно, если мы все справимся с реализацией этих идей руководителей республики, то действительно это новые какие-то возможности для всех у нас создаются. Алроса как работодатель не раз возглавлял рейтинги российских компаний, которые предоставляют работу. Чем привлекательна работа в компании? Мы компания, которая работает стационарно. Да? У нас есть 2 вахтовых поселка. Это Верхняя Мунна и в Накыне, вахтовый поселок. А все остальное это стационарные рабочие места. То есть это мы градообразующие предприятия для многих населенных пунктов. И, соответственно, мы ответственны не просто за работу, за зарплату, за какой-то соцпакет наших работников. Мы ответственны еще и за в какой детсад дети пойдут, в какую школу пойдут, в какие больницы там они будут обращаться. Где-то справляемся, где-то не справляемся, это мы понимаем. Да, есть еще не все там все идеально. Но, тем не менее, мы чувствуем ответственность за все, что происходит, допустим, в нашем родном Мининском районе, допустим, и в других населенных пунктах, где идет основная работа, ведет работу компания. Допустим, в Мининском районе мы посчитали, 76% всех мужчин работники группы компаний. Да? Понятно, что женщин меньше, потому что у нас горное производство, там больше мужских рабочих мест. Но тем не менее, вот это понимание, когда мы несем ответственность и все это делаем, где-то получается, даже где-то не получается, но тем не менее мы знаем, что надо дальше идти и делать. Это, наверное, дает такую возможность для людей чувствовать такую и свою ответственность, и при этом чувствовать ответственность и компании. Потому что, наверное, это в стране мало где есть, но, допустим, компания финансирует горячее питание для всех школьников Мининского района. Да, мы на это тратим 153 миллиона рублей в год. И это не в деньгах, да, самое главное. Мы понимаем, что это ответственность, и мы, чтобы дети могли получать горячее питание уже бесплатно за счет компании. Это один момент. Второе, все работники образовательных учреждений, вне зависимости, это педагогические работники или не педагогические, а также по здравоохранению, культуре, спорту, муниципальные, они получают дополнительный проезд, так же, как и работники компании. То есть 1 раз в 2 года компания финансирует им дополнительный проезд, и получается, что у людей фактически ежегодный проезд. Это тоже очень важно допустим, для северов, для Дальнего Востока. И третье, у нас, допустим, Алроса не отказалась от
социальных учреждений. Вот, это, наверное, вот поискать, я не знаю, в стране есть ли такие крупные предприятия. Это структурное подразделение компании. Работники, допустим, от культурно-спортивного комплекса являются работниками АК «Алроса». И тратим там достаточно большие деньги, более 1,5 миллиарда рублей. 24 крупных объекта это стоит на балансе компании. Это крупные, допустим, спортивные сооружения, катки, бассейны, дворцы культуры по всему району. И, соответственно, мы занимаемся детьми, там посещают кружки, секции. Сегодня мы снизили стоимость до 100 рублей. Да, то есть это абсолютная доступность для всех. Алексей Прокопьевич, известно, что компания «Алроса» на первом месте в республике по участию в программе «Местные кадры в промышленность». К концу этого года какие есть показатели уже? Здесь показатели будут максимальны, потому что всех, кто хочет к нам устроиться, мы берем. Имеет квалификацию соответствующую, да, и здесь все двери открыты. Буквально здесь даже мы не за показателями боремся, мы сегодня боремся за каждую там квалифицированную рабочую силу. А насколько легко вливаются в коллектив новые кадры? И вообще в целом обычно бывает такая история, что выпускники высших учебных заведений или колледжей при устройстве на работу с них требуют обязательно опыт работы в вашей компании. Так ли это? После выпускники из колледжей, учебных заведений, они, конечно, без опыта работы мы их берем устраиваем на работу. Особенно если это наши крупные партнеры, с которыми мы десятки лет работаем. Это вот первое. Второе, есть две крупные программы. Программа наставничества, которая поддерживает всех вот молодых работников. И кроме того, у нас есть еще отдельная программа для тех, кто переезжает в сельской местности. Там вот более опытные там, предыдущие работники, которые переехали там, в сельские местности и достигли определенных там, результатов и в карьерной лестнице, и в профессиональном мастерстве, они берут кураторство и их адаптируют к промышленности. Вот эти две программы, которые у нас «Аргыс» называется, это как попутчик, и, соответственно, эта программа эффективно работает. Ну, действительно, новым кадрам с такими условиями влиться в коллектив очень легко и вникнуть в работу. «Алроса» вообще является самым крупным работодателем в республике. У вас работают десятки тысяч человек. Как вы набираете такое большое количество? Ну, это в основном те же люди, которые у нас постоянно работают, во-первых. Вот сейчас мы испытываем серьезные проблемы с тем, что свободных рабочих рук в республике становится меньше, особенно в промышленных районах. Поэтому сегодня мы готовы взять действительно, ищем, набираем везде. В первую очередь хотим набрать в республике, но для этого должны быть подготовлены квалифицированные кадры. Так? И, соответственно, здесь поэтому мы всегда сигналим, даем и очень надеемся на реализацию указа главы республики по поводу создания системы кластерного образования. Алексей Прокопьевич, что бы вы пожелали обычному, например, сельскому жителю, который хочет работать в алмазодобывающей компании при трудоустройстве на работу? Что ему нужно сделать? Ну, это в первую очередь иметь определенную профессиональную подготовку или образование. Это первый момент. Второе — желание. И третье — есть институты, которые позволяют там набирать. Есть структуры общественные, есть и у нас госкомзанятости, которые активно в этом направлении работают. И надо трудоустраиваться. Никто не говорит, что там будет все, там ковровые дорожки будут расстелены, но надо идти бороться, да, и будет тяжело, я понимаю, но везде так. И, соответственно, там, условно говоря, результат может быть больше, и человек может больше себя реализовать. Алексей Прокопьевич, не могу с вами не согласиться. Спасибо вам большое, что пришли, развернуто ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо большое. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.